делать меньше, можно растянуть до сюда, либо ограничить где-то вот здесь. Все зависит от... Мы можем фантазировать, да? Да, полет фантазии. Несколько штрихов, и вот на холсте вырисовываются заметные очертания лодки. Вывести идеальные линии живописной картины с первого раза у ребят вряд ли получится, но вот почувствовать себя художником можно уже сейчас. Амина Цычоева до последнего раздумывала, стоит ли записываться на кружок. Но подруга убедила, что стоит. При должном упорстве даже у нее, будущего логиста, все получится, уверена Амина. Про мастер-класс я узнала через Инстаграм. Стало интересно, что будет преподавать, чему я смогу обучиться. Вот пришла первое занятие, пытаюсь что-то сделать. Плавные вот переходы, пока не получается, постараюсь выучить. Если для Амины все это в новинку, то Рамзан Гандалоев пробовал себя в творчестве еще в детском саду. И вот спустя много лет он снова взялся за кисть, чтобы освоить рисование уже на профессиональном уровне. Я хотел научиться больше рисовать. Как я узнал, что тут открывается мастерская, я сразу решил записаться. Думаю, сейчас получается так, что я в будущем буду развиваться. Профессиональные преподаватели помогают развивать не только художественные способности. В школе мастеров можно найти занятия на любой вкус. Техника декупажа, кашпо, скраббукинга для самых терпеливых. Кожевенное дело для любителей чего-то более оригинального и сложного. И живопись, которая подойдет абсолютно всем. Кстати, сразу несколько кружков ведет сам руководитель мастерской Моллетгири Бузуртанов. Творчество связано только как хобби, получается. Так занимался сам, учился сам всему, потому что места, как я уже говорил, не было. Приходилось ему учиться самому. Решил помочь ребятам, чтобы была возможность все-таки у них. Идея открыть такую школу возникла давно. Сначала это были занятия на базе клуба добрых людей, где мастер-классы проводили для детей из неблагополучных и малоимущих семей. Но Моллетгири решил пойти дальше и открыть школу еще и для студентов. На базе этой школы мы будем проводить 6 направлений мероприятий. Не только как хобби, получается, так занимался сам, учился сам всему, потому что места, как я уже говорил, не было. Приходилось ему учиться самому. Решил помочь ребятам, чтобы была возможность все-таки у них. Впереди у руководства школы много планов. Совсем скоро здесь сформируют первые группы учеников, подобрав под каждого удобное для занятий время. Тамара Хшагульгова, Магомед Шаухалов, Новости 24.